Крупных упитанных бычков один за другим загоняют в прицеп КАМАЗа, а половина из них отправится в Малгобек, а других отвезут в город Карабулак. Мясо этих животных планируют раздать малоимущим семьям в рамках благотворительной акции «Мехксах». Помощь населению проводится по инициативе главы региона за счет средств Национального фонда развития Республики Ингушетия. Акция охватывает более 3500 семей, которым будет оказана продовольственная помощь в виде продуктового набора и мяса. Всего будет роздано 17,5 тонн мяса. По указанию главы 80 голов крупнорогатого скота для забоя закуплено у ГУПов республики. Закупка бычков у ГУПов – это большая поддержка со стороны руководства республики, делятся фермеры. На вырученные деньги они могут приобрести новую партию молодняка и продолжить свою деятельность. Самое главное – это то, что не нужно далеко ехать, и партию крупнорогатого скота можно закупить у ингушских предпринимателей. ГУП «Магаз» вместе с предприятием «Алханчурская» вместе участвуют в этом благородном деле. По поручению главы мы закупили. Хорошо, что мы закупили. У нас заброшенные были кошары, фермы. Мы сейчас все восстанавливаем. Завезли овец и на откорм бычки. Вот результат, который вы сегодня видите. Я думаю, в дальнейшем мы даже планируем переходить на молочный, чтобы у нас молоко было, на доне скот. Часть животных привезли на бойню в Карабулаке и запустили в загон. Этим бычкам по 1,5 года, и все выглядят здоровыми. Вначале забой скота и дальнейшее охлаждение мяса, затем приступит к рубке и расфасовке. А 10 и 11 числа пройдет раздача сара. На этот пункт мы привезли 30 голов. 30 голов будет забито в Малгобеке, и 20 голов будет забито в Барсуках, на другом пункте. Почему? Потому что пришлось разбить для того, чтобы было бы удобно администрациям забирать с населенных пунктов и раздать близлежащие населенные пункты. Кроме пакетов с мясом, в наборы для раздачи войдут мука, сахар, масло, чай и другие продукты первой необходимости. Помощь получат вдовы погибших сотрудников и малоимущие семьи региона. Самый большой вопрос, который волнует сейчас жителей региона, как в этом году будут праздновать Мархаш, учитывая, что в прошлом из-за сложной эпидситуации мы вынуждены были встречать его дома, в кругу семьи. Глава Ингушетии рассказал, в каких условиях будет проходить Ид-аль-Фитр в 2021. В прошлом году в действительности было отменено, но отменить Мархаш невозможно, потому что все равно каждая семья у себя дома накрыла стол и праздновали Мархаш. Но в этом году нам легче. У нас на сегодняшний день поступление или заболевание, так скажем, не больше от плюс-минус 8-10 заболеваний в сутки. И в то же время и вылечиваются, уходят. Поэтому указом я продлил до 10 июня только потому, что это, в принципе, все равно ковид не отступил. Нам надо просто поберечься, чтобы не было у нас какой-то волны. Соблюдать те рекомендации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Это при общении с людьми быть в масках, дистанцию соблюдать. Ну, обычные правила, которые, в принципе, нам не мешают. Но в то же время это не значит, что мы должны забыть. Режим, вот тот хотя бы ослабленный, но он должен присутствовать. Потому что мало того, что мы должны беречь себя, но мы должны беречь и родных, близких, окружение в целом. Поэтому любое общение с собой несет риски. Особенно, вы знаете, все наши земляки, которые находятся в других регионах, они со всех регионов, начиная с Сибири, Калининграда, все, они, конечно, сейчас, Мархаш, это наш семейный праздник, мы любим его очень, они будут возвращаться домой. И вот при этих обстоятельствах хотелось бы, что вот те, которые приезжают, то я хотел бы, чтобы они тоже берегли родных. У нас же в гости ходят и общаются. Марх Дуастшхан – это великое счастье, когда ты целый месяц держал пост. Поэтому
хотелось бы призвать и попросить людей, чтобы вот режим это соблюдали. Вместе с тем, зная, с каким нетерпением люди ждали возможности традиционно отметить Мархаш, мы постарались сделать так, чтобы никто не был лишен столь светлого семейного праздника и позаботились о нуждах наших жителей, которые сегодня могут столкнуться с трудностями в проведении праздничных мероприятий, отметил глава Ингушетии. Поэтому Национальным фондом развития Ингушетии в преддверии Дней Разговения вновь проводится акция помощи тем, кому она так необходима. У нас очень много малоимущих граждан. Ну, достаточно для нашей республики. Но это от того, что у нас вот наследство такое, там, у нас была одна беда, вторая беда, и у нас много людей оказалось, ну, так скажем, не за чертой бедности, но на грани этого. И поэтому этих людей мы определили где-то около 4000. И нами было принято решение через фонд, Национальный фонд развития Ингушетии, мы пожертвовали туда деньги, и более 80 приобретем у ГУПов, которые ранее приобрели на свою прибыль вот, крупнорогатый скот мясной породы, в то же время продуктовые наборы, которые традиционно, в принципе, у нас на столах должны присутствовать, чтобы любой человек, который не имеет возможности то или иное приобрести, чтобы у него была возможность. И плюс еще 5 килограмм мяса на каждую семью. Это, я думаю, что пусть он будет скромный, но это будет от нас сахар. У нас более 450 человек, вдов, только правоохранительных органов. Вот этих людей надо поддержать. Кроме того, нам списки подали и главы районов, городов, и списки нам подали главы сельских поселений. И мы с Министерством труда тоже все, сколько мы могли, вот собрали продуктовые наборы и будем их раздавать. Кроме того, мы учли и жителей, которые у нас нуждаются, и многодетные, инвалиды, люди, которые сегодня, нет у них возможностей. Во-первых, сахар цена, да? И второе, конечно, обрадовать и вот этих детей, которые без отца остались, или живут они в недостатке. И мы вот эту вот помощь будем оказывать по всем нашим селам, станицам, городам, районам будут развезены нашими волонтерами и теми людьми, которые нам помогают. И хотел бы сказать спасибо огромное нашим волонтерам. В то же самое фонд Тешим, тоже они участвуют в этой части. Тем любым людям, которые посчитали нужным помочь, не только родным, это как бы предписано нам, но и чтобы помогали и соседям, и вообще людям, которые нуждаются в этом. Благодарность хочется сказать и нашим бизнесменам, которые вне пределах. Но самое основное я хотел бы сказать, что мы, и мною было это предложено, мы закупаем все продукты, которые мы формируем, вот этот комплект продуктов и мяса только в нашей республике. Вот в наших магазинах, наших оптовых рынках, наши КРС мясной породы, которые мы купили. И уже директора ГУПов, тех сельскохозяйственных предприятий, они уже благодарны, что мы покупаем у наших же, в то же время соседние регионы раньше покупали. И они на эти деньги уже планируют и реально договаривают, чтобы молодняк купить на эти же деньги и развивать дальше сельскохозяйство, именно вот КРС и малый рогатый скот. Напомним, что Национальный фонд развития Республики Ингушетия был создан по инициативе главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в мае прошлого года. И за это короткое время сделано очень многое для того, чтобы помочь жителям и благосостоянию региона. Во-первых, я хочу спасибо сказать всем, кто пополняет этот фонд. Я сам вот за год свой заявление написал и каждый месяц перечисляется в этот фонд. Но он у нас уже более года. Очень многое, в нашем положении, для нас это важно, нами сделано. Ситуация сложилась в начале прошлого года, в сентябре, что мы не могли учебу начать, кадетский корпус.
Необходимо было 6 миллионов для ремонта. Мы их выделили, сделали великолепный ремонт. В последующем сейчас мы там будем ремонтировать бассейн, вообще облагораживать кадетский корпус и поднимать его статус. Кроме того, мы помогли интернату. Мы за счет фонда закупили несколько насосов, которые устарели для водоканала. И многие вопросы решаем через фонд. На сегодняшний день 18-этажный дом, который тепла не было, оказалось, там нет котельной. Там более 25 миллионов нужно, но уже проект есть, как я говорил, и мы, значит, деньги из фонда выделяем, более 25 миллионов, и мы его сделаем. Да я думаю, что не позже 20-25 сентября. И обязательно у них будет тепло в этом доме. Уже своя котельня у них будет. Потому что ранее по непонятным пока причинам, мы выясняем почему, значит, этой котельни не оказалось. Было подсоединено к перинатальному центру, который вообще невозможно. Второе, вы знаете, я ранее говорил тоже, и, что у нас диспансер туберкулезный не имеет очистных. У нас онкоцентр не имеет очистных. Я лично туда выезжал и, честно говоря, ужаснулся, потому что понятно направление деятельности больниц и какие там отходы. Поэтому мы сегодня уже разработали проекты, и мы обязательно за 2-3 месяца великолепные очистные там сделаем. И убережем нашу землю, нашу природу от беды, которая может быть. Вот. И дальнейший любой вопрос, насколько у нас будет хватать средств в фонде развития Ингушетии, мы будем его тратить только на нужды, очень острые нужды нашей республики. Потому что это не для покупки каких-то автомобилей, дарственных каких-то там, нет. Это те кричащие вопросы, которые затрагивают жителей, их здоровье, их благополучие. Вот эти вопросы мы будем решать. Создание фонда, по мнению главы Ингушетии, приносит свои плоды. Махмуд Али Калиматов надеется, что и в дальнейшем удастся продолжить этот намеченный курс во благо народа. Зелимхан Калоев, Микаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.